Поголовье как минимум в 2000 голов. Вот к чему должны стремиться аграрии Удырского района, уверен Анатолий Князев. Для этого есть главное – земля. Как только в этом вопросе внут порядок, у местных появится желание заниматься сельским хозяйством. А еще с увеличением поголовья могут помочь крупные сельхозкооперативы. Для их создания необходимо убедить фермеров в эффективности именно такой формы работы. И это задача районных властей, убежден вице-премьер. Найти изюминку, центр объединения, или это будет переработка молока, или там переработка мяса, и в итоге, чтобы они, члены кооператива, не считали себя ущемленным в этом деле, чтобы было потом распределение дохода от этой деятельности справедливым. Вот все боятся того, что это будет некий обман соседа, обман члена другого кооператива, поэтому процесс он такой непростой. Надо именно находить людей, схожих по характеру. У фермеров, к слову, проблем немало. О них они откровенно рассказали министру. Из-за холодной и дождливой погоды заготовить нужные объемы кормов не удалось. Есть сложности и с реализацией продукции. В этом хозяйстве через свои торговые точки продают чуть больше 100 литров молока в день. И цена, казалось бы, приемлемая – 40 рублей за литр. Но местное население натуральный продукт не ценит. Дойный утрушный парной молок. Не поставить. Это лучше, чем в магазине разбавленный порошок. Это вы сам знаете лучше меня. Сейчас люди, как все молодые, переходят, говорят, мы магазин не любим. Это жирный. Сегодня в Удырском районе 2 крупных и 22 крестьянско-фермерских хозяйства. При этом пока обеспечить себя молоком муниципалитет может лишь на 10%. Развивать переработку не только молока, но и мяса здесь готовы. До конца года должны запустить молочный цех. И на местном рынке наконец-то появится пакетированное молоко собственного удырского производства. Развитие сельского хозяйства во многом зависит от того, насколько будет организован сбыт, реализация внутри района сельхозпродукции, потому что сегодня район реализовывать на сторону за пределы района практически затруднительно, отсутствие такой необходимой дорожной сети, поэтому все должна быть реализация внутри. Мы должны обеспечивать и население, и бюджетные учреждения сельхозтоваропродукции. А еще здесь наконец-то откроют свою небольшую сельхозлавку. Помещение есть, осталось завести и смонтировать оборудование. Аграрии надеются, что с открытием такой торговой точки жители оценят ассортимент удырских фермеров. И все же сделают выбор в пользу местного, натурального, а не привозного продукта. Виктория Палкина, Иван Селиванов, телеканал Юрган, Удырский район.